Это уникальная возможность для молодых и талантливых ребят реализовать свою идею, которой они вдохновились, и которая, на их взгляд, принесет много плюсов и удобств жителям республики. И именно для таких проводится сегодняшний форум, на котором студентам НГУ презентуют программу «Умник». Этот конкурс – уникальная площадка, где студенты, будущие инноваторы и предприниматели собираются вместе, чтобы обсудить идеи, делиться знаниями и вдохновлять друг друга на создание новых технологий и решений. Здесь вы найдете множество возможностей для развития своих навыков, расширения круга общения и поддержки для своих проектов. Программа предусматривает оказание грантовой поддержки молодежи республики в научно-технической сфере и включает в себя следующие направления: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Реализуется она в нашем регионе впервые. В этом году мы проявили инициативу открыть у нас региональное представительство. И благодаря главе республики Махмуду Алию Макшариповичу, он очень сильно нас поддержал в этом. Уже в этом году мы заключили соглашение, подписано было с руководством Фонда инноваций. И мы уже открыли платформу для того, чтобы наши молодые люди могли подавать свои амбициозные идеи, инновационные идеи из научной среды и получать уже гранты до 500 тысяч рублей. Собравшиеся в аудитории ребята – это не просто слушатели. У большинства из них есть уже идея готового проекта. Салман Евлоев учится на 3-м курсе по специальности информационные системы и технологии. Парень очень заинтересован развиваться в IT-направлении и хочет начать свой стартап именно в этой сфере. Моя идея заключается в том, чтобы сделать программу переводчика ингушского языка, то есть русского на ингушский, и суть которого будет заключаться в том, чтобы он будет переводить полностью предложение. Словарик у нас уже есть в общем доступе на сайте, вбив слово, которого ты можешь получить его смысл. А суть моей идеи заключается в том, чтобы получить полностью смысл предложения, а не переводить какие-либо там высказывания пословно. Вот. Будет он в виде сайта, потому что доступ будет намного легче, будет удобнее и приятнее разбираться в нем. Каждый проект подается и представляется одним физическим лицом, с которым Фонд поддержки предпринимателей заключает договор в случае победы в конкурсе. В конкурсе могут принять участие все физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и ранее не побеждавшие в программе «Умник». На момент подачи заявки возраст участника должен быть от 18 до 30 лет. Ребята на форуме интересуются о всех нюансах программы, а в случае возникновения вопросов для них создан телеграм-чат. Студенты, ознакомившись с условиями, еще больше вдохновились идеей создания своего уникального проекта. Мадина Тумгоева, студентка 3-го курса, учится по специальности экономика и управление. Ее проект уже на стадии разработки. Суть моего проекта заключается в переходе на безналичную оплату общественного транспорта. То есть я набросала макет сайта и разработала дизайны карточек. Вот. Пополняйте счет на этой карточке и оплачивайте. Участие в этом конкурсе послужит стимулом для молодых умов развиваться и расти в профессиональном плане. Очень умная молодежь. Нам эту молодежь нужно просто поддерживать во всех ее начинаниях и стараниях. Мы со стороны IT-кластера Республики Ингушетия и компании «Медиарт» также готовы оказать такое содействие ребятам, которым нужна будет помощь в подготовке, помощь с документацией и так далее, без проблем. Всего состоится 4 полуфинальных отбора, которые пройдут в Ингушском государственном университете. Прием заявок открыт до 8 октября. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.